Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. И хочу вам предложить таро-прогноз на месяц ноябрь, на взаимоотношения, на любовь. Рассмотрим тех, кто находится в отношениях, либо это в браке отношения, либо это отношения уже какое-то длительное время, и на отношения, которые возможны, да, для тех, кто находится в поиске своего партнера. Итак, первые две карты на то, что человек думает о вас, о ваших отношениях и какие у него планы в отношении вас. Для тех сначала смотрим, кто находится в отношениях. Итак, человек думает о вас и о ваших отношениях, что они просто удача для него, да, что они даны ему судьбой, то есть это для него счастливый случай. Он очень вас ценит, он очень рад тому, что вообще судьба вас свела. Он даже считает, что, скорее всего, даже не заслуживает вас, да, он считает, что вы намного лучше его и старается вас порадовать, старается какие-то, может быть, подарочки делать, старается что-то приятное для вас делать. Те, кто еще не в браке, возможно, человек хочет сделать вам предложение, да, может быть, это еще не предложение руки и сердца, да, может быть, это помолвка, может быть, это предложение жить вместе, да. Для тех, кто уже в браке находится, это значит, человек просто хочет вас порадовать какими-то новостями, хочет быть ближе к вам, да, хочет все время быть рядом с вами, то есть ему с вами очень комфортно и хорошо. То есть, дорогие овны, конечно же, для вас это просто великолепные отношения, и лучшего даже и желать нечего. А теперь две карты для того, чтобы посмотреть, что человек чувствует по отношению к вам. И выпадает карта Солнце, старший аркан, и справедливость, старший аркан. То есть и в чувствах у него тоже старшие арканы, да, и в голове, то есть в мыслях очень серьезные влияния, да, вот, которые вы оказываете на этого человека. То, что между вами происходит, очень серьезно, очень важно. И для души, для его, да, для его сердца, для его чувств тоже очень важные вещи происходят, когда он с вами общается. Он чувствует по отношению к вам, вернее, в отношениях с вами любовь. Он чувствует такой оптимизм, он хочет вас защитить, он хочет сделать все возможное для того, чтобы вас обеспечить, чтобы вы были счастливы. Он хочет добиться многого в социуме, он хочет много зарабатывать денег, да, то есть партнер рядом с вами вот именно растет, он хочет быть самым лучшим, самым замечательным для того, чтобы вы им гордились, да, для того, чтобы его оценили по достоинству. И вот карта справедливость как раз об этом и говорит, то есть он ждет вашего внимания, он ждет вашей оценки, он ждет, чтобы вы заметили все, что он делает для вас, для ваших отношений. Вот таким вот образом складываются ваши отношения, и душа его, как ни странно, карта справедливости для души не совсем подходящая, да, но в том-то и дело, эта карта говорит о том, что на сердце у человека, в чувствах у человека, да, все очень серьезно. Если вы еще не в браке, то человек хочет предложить вам зарегистрировать брак, да, чтобы у вас была настоящая полноценная семья, чтобы вы как бы были более ответственны друг за друга. Если вы уже в браке, да, то человеку хочется выполнять все свои обязательства, которые он на себя взял, да, он наоборот сам этого хочет, не то, что вот вы, допустим, его к этому как-то побуждаете, да, это его желание, то есть очень все так замечательно, да, в отношениях у овнов в месяце ноябре. Давайте посмотрим две карты на то, что подсознательно чувствует человек в отношении к вам. Вот это подсознательное чувство, оно сильнее других чувств. От него как раз и зависят дальнейшие ваши отношения. И здесь выпадает королева кубков. Это, конечно же, карта очень эмоциональная, да, это карта заботы. То есть человек хочет о вас заботиться, человек хочет вот от всей души сделать все, что только возможно для вас. Вы для него любимый человек, вы для него
преданный друг, и он хочет вот как бы вас за это как-то отблагодарить, порадовать, да, очень старается вас понимать. То есть вот это все на подсознательном уровне происходит. И вторая карта тоже для этой позиции, для подсознательного к вам отношения, это 4 жезлов. То есть человек подсознательно настроен на семью вместе с вами, да, на дом, на такие серьезные отношения, на то, чтобы вы вместе как бы обеспечивали свой быт, для того, чтобы у вас были детки. В общем, все самое лучшее, да, там построить дом, все самое лучшее, что только возможно, да, все это у него подсознательно к вам. Это очень важно. И еще 2 карты. Какое будущее у ваших отношений? Выпадает 6 мечей и король кубков. А если вы еще не женаты, но уже в отношениях находитесь, это как раз вот перемена говорит о том, что человек готов вам предложить руку и сердце, да, он, может быть, вас хочет перевести там в другой город, да, может быть, он в другом месте живет, или, может быть, просто, когда вы соединитесь, объединитесь, да, вы переедете просто на другое место жительства. В общем, какие-то перемены у вас в любом случае будут происходить. И кроме того, король кубков – это карта ответственности за вас, да, то есть он хочет, ваш партнер хочет взять за вас ответственность, ваш партнер хочет быть с вами рядом всегда, он хочет вас защищать, он хочет быть вашим таким покровителем, да, то есть от всей души этот человек готов быть с вами рядом в горе и в радости, всегда вас поддерживать, то есть это человек преданнейший и честнейший, то есть здесь вообще все очень чисто и прозрачно, и готов он на любые перемены и на любые какие-то затраты душевных, интеллектуальных и любых других сил для того, чтобы быть с вами рядом. Овны, это просто удивительно. Все карты просто говорят об одном, да, что человек вас любит, человек с вами рядом счастлив и готов для вас на многое. Давайте теперь посмотрим 2 карты для тех, кто ищет партнера в ноябре. Овны, рыцарь мечей и отшельник. Эти карты говорят о том, что вам нужно обязательно проявлять инициативу. Но мало того, вам надо проявлять инициативу. Вам сначала нужно разобраться, какой человек вам нужен. Нужно заглянуть в свое сердце, очень хорошо понять, кто именно вам действительно подходит, кто именно вам нужен, и уже выбирать именно такого человека, который подходит вам, который нужен вам. Может быть, эти карты не зря выпадают, потому что отшельник – это старший аркан. Скорее всего, вы ошибаетесь в образе. Скорее всего, вы ищете другого человека, не такого, который вам нужен действительно по душе. Скорее всего, это какое-то мнение, которое навеяно социумом, да, может быть, вы как-то на вас влияют окружающие, да, вот именно в этом вопросе, да, в поиске партнера. Скорее всего, у вас неправильное представление о том, какой должен быть ваш партнер, и поэтому вы можете какое-то время не встретиться с ним, да, не соединяться, потому что когда человек неправильно думает, да, когда у него неправильные установки, от него вот исходит такая энергия, которая как бы неправильные сигналы подает, да, и тот человек, который даже вам предназначен судьбой, он может вас просто не замечать, не видеть, или судьба может вас не сводить, то есть не создавать такие обстоятельства, потому что вы не нацелены на человека, который вам действительно нужен, а думаете совсем о том, который вам не подходит, или, может быть, до которого вы еще не доросли, не созрели, да, может быть, вы еще сами не слишком развиты как личность, допустим, а ищете человека развитого. Или наоборот, вы, может быть, не очень еще самодостаточный, а ищете человека самодостаточного. Да? То есть вам нужно разобраться в себе, разобраться в своих чувствах, понять, какой вы человек, и точно такого же, вот на таком же уровне искать партнера. Вот именно тогда у вас есть возможность встретить своего человека в ноябре. Дорогие овны, у вас прекрасные возможности на любовь в этом месяце. Я желаю вам радости и счастья, я вам желаю полного удовлетворения и чтобы все ваши мечты сбылись. Всего вам доброго, до новых встреч!